О том, что к нему в гости приехал глава Чечни Султан Сулейманов, понял не сразу. Пожилой человек лишен зрения. Несмотря на это, он исправно выполняет все предписания Всевышнего. Узнав о том, что самый уважаемый житель Очхой-Мартана немного приболел, Рамзан Кадыров решил лично посетить старца. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Пачаон. Мармо. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hasta modik was pa. Modik was aan het begin van de leer. Dik hoe hier dik hoe hagis dik hoe. Mahmoud. Da. Hani dik dik hoe da. So Ramzan Pachau. Ramzan Musa. Allah maşallah. Ne diyor bir şey o. Salvat Olya. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed ve sallam. Salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed ve sallam. Salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed ve sallam. Hadden zwangswijs daar, maar on dat hadden we daar aan staan. Oelis in aan dat zwangswijs van. Здесь собравшиеся провели время в поминании Всевышнего, прочитали Мавлид и затем завершили коллективную молитву под руководством муфтия республики Салаха Межиева. Аллаху Акбар. Сами Аллаху лиман хамида. Несмотря на достаточно преклонный возраст, Султан Сулейманов выполняет религиозные предписания. Суры Священного Писания он выучил еще будучи 10-летним мальчишкой. Сейчас мужчине исполнилось 103 года. Пожилой человек поистине смиренен перед Создателем. Пример стойкости духа, воли и оптимизма. Сюда уже варус. Нужно порозду. Дюхшен, да еще ждать. На жизнь Султан всегда зарабатывал сам. Когда жил в Казахстане, занимался торговлей. Позже начал плести веники на продажу. На собственные деньги пожилой человек построил у себя во дворе небольшую джамаат-мечеть вместимостью до 70 молящихся. Все эти годы, пока здоровье не начало подводить, пожилой человек сам оповещал людей о времени наступления молитвы. قروق شغل آخراني أسي منبر حلول شعلامي بو أسلامي تقول تحلا أولي إيش كدعتوتي تكش أر أولي إشتيات قوش ولش ما تخي أزان دور تور إشتا يو ميكروفون شو مش خيو وين يقي يلا إشتاق إخواتين صوت يعتاق شوح ما تخي إشت أزان دور سويت تعال شو إشتحلا أولي إشت Рука дающего перед Всевышним выше, чем рука берущего, убежден пожилой человек. Он не привык принимать помощь от людей. Всегда полагался только на себя и на милость Творца, рассказывает Султан. 1913 годы Руса. Дюнен жуал шокасан дюнен, сесагушуса. Дюнен села муца асун. Муца адал калун. Бахарби. Als grootste brigadesaad ons. Juts en jullie en is. Zijn dat gaan gasbeers. Султан прожил нелегкую жизнь, пережил детей и похоронил всех близких родственников. Несмотря на всю трагичность, мужчина уверен, что долголетие – это дар Всевышнего, который он достойно принимает. Розана Самаева, Магомед Сулейманов и Абубакар Абазов. Новости.